Ончу маргаса рахан робота через ситрет хан робота хан тро чубараса татра и арена хунрета и сара тубадача. Это не я говорил, это дух говорил. Что-то про мироздание. Ну, вселенная, дух. Дух — это ипостась Бога. Ты как передатчик в руках духа. Нужно открыть его себя открыть. И дальше тебя будет носить по фиг знает каким мирам вообще, что угодно может происходить. Вот так я изучаю цвет, допустим, да, как бы форму какую-то, которая помогает потом в творчестве, как бы. Но вообще моим главным, наверное, вдохновителем был Роберт Фенуза. Такой художник американский. В 60-х годах жил, короче. Вот его визионерские опыты меня просто вообще потрясали. Наверное, я из-за него только стал художником. Но меня вообще залип просто в эти картины. Я понял, что это мне так близко вообще это. Он рисовал всякие разные миры, там, не знаю, каких путешествовал. Я как буду замазывать, снова рисовать, короче. Малевич, Кандинский, все это мне интересно вообще. Я не говорю, что это лох, как бы, просто это не мое. Слишком много разума, слишком много мыслей, понимаешь, мысль. Это же супрематизм, как это называется. Там мысль, как бы, главенствует. Там для меня, как бы, главенство — это восприятие мое чувственно и природное какое-то чувство. Тактильное, я очень тактильный человек, как бы, я очень сильно чувствую через осязание, как бы, мир. Вот чувствую, как бы, такой столб энергии прямо вот такой через руки мои проходит. Прям что-то такое очень мощное, прям вообще. Не знаю, мне нравится просто чувствовать их. Я чувствую вообще природу, как бы. Вот, я чувствую осязательный контакт с деревьями, как бы энергически. Мне очень нравится это. Прямо они пропитываются, соединяются как бы в единое существо с ними вместе. Им пропитываются энергией, вот их прям чувствуешь, что какой-то контакт какой-то есть прям. Они тоже живое существо, кстати, у них тоже есть сознание какое-то. Многие думают, что деревья, там, растения, они бессознательны, на самом деле у них тоже существует сознание. Там энергия течет как бы у них по стволам, там как бы начинаешь чувствовать, когда это все, очень интересно. То есть за каждым следующим действием я не знаю, как я подействую, допустим, что я совершу. Может, я буду лупить по картине, может быть, я буду тихонечко по ней нежно касаться. Все из момента восприятия как бы происходит. А он разный постоянно. Иногда я очень тонко рисую, как бы, легко касаясь. Иногда прям вдавливаю в картину. Все по-разному. Я думаю, за каждым хаосом есть гармония какая-то. Сначала хаос, а потом ты как бы выносишь свою застоявшуюся энергию как бы в это хаотично, а потом как бы ум уже начинает гармонизировать все это. Я вот какие-то образы постоянно вижу. Там какие-то вот существа вот, в коре деревьев, допустим, да.
ближе какое-то лицо, вот там вот лицо, вижу, там нос такой, как бы торчит лицо, а вот справа тоже какое-то лицо. И постоянно вообще вижу какие-то лица, какие-то существ, каких-то вот в коре, там, не знаю, в каких-то в мамху, там, не знаю. Я просто очень много экспериментировал, я различными техниками рисовал, экспрессионизм какой-то, вот резко там что-то там такое. Что-то создавал как бы спокойно, там что-то вырисовывал. И потом попробовал просто как бы ни с того ни с сего, как просто я руками начал как бы бить. Мне что надоело все, начал бить руками и смотрю, как бы интересно, как бы получается, можно что-то делать. Вот и создал несколько картин в такой технике, а потом думаю, о, прикольно, можно сделать выставку в такой технике. И вот, в принципе, людям понравилось. Я начинал вообще с цифровой живописи, потому что я же дизайнер, начинал с дизайна. То есть я вообще-то программист, как бы. Начал с дизайна, потом фотография, потом иллюстрация, потом уже начал живописью заниматься. Ну, как раз после вот работ, когда увидел Роберта Веноза, как бы, мне это вообще, я хочу так же, как бы. Но на самом деле я делаю очень легко все рисую. Я и не прикладываю каких-то особых усилий, как бы. Не создаю напряжение в уме, допустим, какое-то, да. Я спонтанно все делаю, легко. Ты же видел, как бы, да? Спонтанно, легко, как бы. Мне кажется, Бог именно так мир творит, как бы. Он легко, спонтанно, от сердца, как бы, легко. Он же не думает, там, вот так, надо что-то решает какую-то там теорему, там, чтобы, мне кажется, он просто выдохнул, вдохнул, выдохнул, и вот мир. Мне интересны другие миры какие-то загадочные, какие-то странные, невероятные миры, мне вот это интересно. Я в свое время попутешествовал как бы нормально. В каких-то молекулярных мирах был какие-то, я просто был какой-то амебой какой-то, ползающий по каким-то, не знаю, молекулярным мирам, что-то такое вот так. Обратно возвращаешься и что это было? Как это передать вообще словами и мыслями? По инфернальным мирам тоже погулял. Как там было? Я забыл цитат. Что-то не взрастив корней в аду, как бы дерево не раскроется на небесах, что-то в этом роде. Ну, то есть надо сначала проникнуть в ад, чтобы корнями осесть там, чтобы потом подняться ввысь, как бы, чтобы дерево зацвело и уже в светлых мирах каких-то, что ли. Ну, это, по сути, визионерское, да, искусство. Но я не скажу, что прямо они в точь-в-точь повторяют то, что я переживал. Они все равно как бы интуитивные, то, что вот что-то другое все равно немножко. Как бы. Ну, тяжело передать это, я не знаю. Но вот Веноза, кстати, хорошо передавал вот эти всякие штуки. Он реально путешествовал по всякой хрени. Но он по светлым мирам путешествовал. Кстати, было и в таких гигеровских мирах, где-то у меня вставляли какие-то чипы какие-то. Ну, вот, реально какие-то как там? Биомеханоиды вот эти, да? Какие-то инопланетяне вставляли какие-то чипы прямо в тело, короче. Я их вынимал, как. И там реально вот такая вот реальность. То есть Гигер-то мощный визионер вообще просто. Реально такое было. То есть такие миры тоже есть. Ну, на самом деле, мне кажется, их бесконечно множество. Что тебе ум может придумать? Столько миров, как бы. Бог же творит бесконечно, постоянно, мне кажется. Пэм.
очень пробовал все подряд, как бы. И пришел к живописи, как бы. Но я пробовал не музыку, и скульптуры пробовал создавать там из пластики. Еще какие-то маленькие какие-то делал. Что еще делал? Там много всего. Стихи писал. Пришел к живописи, мне ближе всего, наверное, это она. Живопись и танец. Ну вот, практики мои энергетические. Наверное, основа моего бытия сейчас. Ну вот он, практика называется таджи. Или таджа, как нравится. Ну и тоже интуитивно как-то пришло. Я начинал с этого, с тенсёгрити. Тенсёгрити и цигун, там йога, что-то пытался, там всякое. И потом как-то интуитивно и танец тоже попробовал. Ну, спонтанные танцы. И потом как-то само пришло просто, вот, не знаю, какие-то родились новые свои движения какие-то, и потом я уже это организовал какую-то более осознанную какую-то практику, что ли. Ну, путешествую в Австралии в основном, как бы так. То есть через осознанный сон. Просыпаюсь во сне, потом я в астрал куда-то хожу. Часто встречаю каких-то людей, допустим, я говорю, сплю, у меня там тело, как бы, они мне не верят, как бы. Ты это реальность, я говорю, нет, это сон, как бы. Мое тело там спит, как бы, они не верят, короче. Ты вода, я вода. По сути-то мы вообще такие пластичные какие-то, вот такие существа. Почему-то твердыми нас что-то делает вселенная, не знаю. Как там пел БГ-то что-то? Мягкость воды прочнее всего, что я знаю, но инженер моего тела велели мне ходить по земле. Чтобы чувствовать острее, тоньше, сильнее, вообще чувствовать. Вот многие говорят, вдохновение нужно, как бы я жду вдохновения, я такое не делаю, я создаю вдохновение. Я понял это, однажды я тоже раньше ждал вдохновения, что там месяцами не было вдохновения, да я что-то не хочу ничего делать. А потом понял, что все в твоих руках, как бы ты создаешь вдохновение. Вот через танец, допустим, да, как бы. Я уже потанцую, и руки становятся более живыми, они как бы чувствуют лучше. Я прям ощущаю как бы энергию вот эту. Сейчас такой огонь прямо вот тут в руках. Творчество это как для меня это вообще как психотерапия на самом деле. Лекарство от скуки, уныния и боли. Мне кажется так. Потому что иногда бывают такие моменты, когда просто ничего не хочется делать. И потом заставляешь себя, ну давай-ка я что-нибудь сделаю, чувак. И такой, порисовал, и вообще стало кайфово так. Ты снова воспринимаешь мир, снова он живой какой-то, становится душевным. Наруту рободачина рататахана раслобардахана и тара свапата. Наруту чиза ратасанахана наруту батахедрату чипсат. Какой запах. Ну такая она уже, конечно, осенняя. Листики уже такие желтелые, поджелтелые. Ты становишься как бы более живым, когда творишь. Ну, это реально как бы это соединение с Богом, с Духом, не знаю. Ты становишься его передатчиком и творишь мир, как бы, и наслаждаешься этим. Главное вообще от творчества получать удовольствие. Это самое главное. Это не должно быть трудом каким-то, понимаешь? Многие воспринимают творчество как труд, какой-то жесткий труд, как бы там нужно как на работу вставать, там
как у станка там просто колотить. Нет, нифига. Мне кажется, творчество на самом деле оно ожидается легко, свободно, интуитивно. Из момента восприятия как-то, не знаю. Даже легко быть. Творчество должно приносить радость, прежде всего. Любое абсолютно. Тогда он действительно как бы через Бога идет, как бы, не знаю, как так. Ну вот, и липовый цвет добавили. Еще прочистил дыхательные пути. Омбар сагарейтрат, шомаракататра, йитра, хира, сомаратхитра, думар, шомаракатра, йитра, наханахариату батичраса. Сомаратхитра, таса, собаратичи, санархотомарат, хари, нароту батакатри. Омбар сараты. Ши сарат ханаруту мнати. Турбация сидрат. На утро батичимараса, йитра, наханамарайдия, сарат хуманахаяжа. Сначала духом. С утра частенько делаю так, как бы сижу, просто слушаю звуки, допустим, какие-то. Птичка там, что-то сосед там копошится. Постепенно приходя в чувства какие-то хотя бы осознанные. Кстати, человеческий глаз больше всего видит оттенков зеленого. И всех меньше оттенков красного как раз человек. Ну, это контраст как бы, зеленый, красный, это контрастно. Это что, абстракции, только не геометрические, а бесформенные, какие-то биотические. Мне еще нравится, что такое бесформенное, такое живое. Вот прямые линии вообще не люблю рисовать. Ну да, это может быть кто-то проникнется, может быть кого-то подвигнет. Вот как меня, допустим, живопись Роберта Веноза, допустим, подвигла как бы творчество. Это был очень-очень толчок для меня вообще. И понял, что мне тоже интересно рисовать как бы. И сначала пытался, кстати, копировать его даже как-то, немножко как-то. А потом понял, что, мне надо отбросить это все. И начал как бы свою тему гнать, короче, ну, вот эти руками там рисовать, экспериментировать. И понял, что у меня есть, на самом деле, тоже есть что сказать людям, как бы у меня есть своя абсолютно индивидуальная творческая какая-то практика. Еще интересная тема, видишь, рисование руками, что нет кисточки как посредника между телом и объектом восприятия, то есть картины. Контакт идет напрямую тела и объекта восприятия. Это тоже интересный другой уровень, как бы. Ты прямо чувствуешь телом это все. Как бы. Ну, тяжело, наверное, рассказывать об этом. Наверное, художник, может, какой-то поймет, не знаю. Есть же там художник, который хуем там рисует. Там. Есть художник, который просто краску пьет, блюет там на холст. Я до таких экстремальных вещей не доходил. Но я рисовал как-то кровью, короче. Порезался и кровью рисовал. Хотел порисовать спермой, но что-то подумал. Это перебор, блин. Но это было давно, конечно, когда я там молод был, как энергия перла, всякая хаос, блин. Но это и есть современное искусство, да, там блюют, там они. Это эпатаж просто. Я не хочу никого эпатировать, мне это не интересно. Мне интересно воспринимать что-то новое постоянно. Это путешествовать неизведанное. Рихарихом йохурум, рихарихом йохурум. Это мантры масонского сочинения. Рихарихом йохурум, рихарихом йохурум. Как ветер, ветер, что значит? Ветер дует, что значит? Непонятно, что значит. Вот я тоже как ветер просто выдул что-то и все из себя. В следующий момент я что-то другое, может, выдаю. Он чумарката, я чумарката, чумарката, я трасса, чумарката, 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 сатарта, гитар, чумарката, гитар, сатурат, гитар, тисе, трематра, чумартат. Тоже голос природы. Ветер. Слышишь? Давай послушаем ветер.
Ну, современное искусство тоже оно разное бывает, скажу так. Ну, просто больше хотят, кто-то хочет эпатировать, как бы. Он как бы нацелен на зрителя, как бы. Он хочет для него что-то создать, как бы, чтобы он как что-то ощутил. Я же как бы за зрителя вообще обычно не думаю. Я просто ощущаю что-то, как бы, по сути, рисую для себя, как бы. А там уже что там, кто как чего видит, мне тоже его дело. Как бы. Мне нравится, Ван Гог, по-моему, сказал, нормальность – это асфальтированная дорога. По ней удобно ходить, но цветы на ней не растут. Нормальность это что? Нормальность – это асфальтированная дорога. По ней удобно ходить, но цветы на ней не растут. Так и я. Мне кажется, это можно закончить.